Помогите! Слова «помогите», да еще и с улыбкой на лице, в реальности, конечно, не звучат. Это может себе позволить только статист мастер-класса. В реальных условиях человеком, провалившимся под лед, овладевает страх и ужас, а еще шок от резкого погружения в ледяную воду. Спасатели демонстрируют два способа, как помочь тому, кто оказался в плену слабо промерзшего водоема. В первом случае очевидцы вызвали спасателей. Специалисты экстренной службы прибыли, бросили пострадавшему спасательный круг и с помощью веревки вытянули его на берег. Помогите! Можно протянуть утопающему ремень, длинный шарф или крепкую палку и вытянуть его. Важно самому в этот момент не идти, а ползти по льду. Как бы молниеносно спасатели не спешили к месту происшествия, в случае, когда человек находится в ледяной воде, роковой может оказаться каждая секунда. Поэтому очевидцы должны попытаться помочь пострадавшему самостоятельно до прибытия экстренной службы. По замыслу мастер-класса от воздействия ледяной воды у пострадавшего произошла остановка сердца. До прибытия врачей скорой человеку нужно оказать первую помощь. Спасатель проверяет, есть ли пульс и дыхание у пострадавшего. Непрямой массаж сердца возвращает его к жизни. Мы должны его освободить в первую очередь от, как мы сказали ранее, от мокрой одежды и окутать его, или одеть сухую, или окутать его в полиэтиленовую, то есть это создает парник, дополнительное тепло. От ледяной воды и мороза на улице одежда провалившегося в водоем человека покрывается ледяной коркой. Поэтому крайне важно как можно быстрее согреть его. В ход идут теплые одеяла, горячий чай и, конечно, нужно поскорее отвезти его в теплое помещение или машину. Провалиться под лед – это очень страшно. Может, людей нет рядом, чтобы вас спасти. Очень холодно, и вы растеряетесь, когда упадете, и не будете знать. 10 сантиметров и более – такая должна быть толщина льда на водоемах, чтобы на него можно было выходить. На пруду в Сунже лишь 8 сантиметров. Ходить по такому льду может быть опасно. Всего в Ингушетии 23 водоема. 4 из них считаются крупными. В Назране, Сунже, Малгобеке и в Сагапши. Везде сотрудниками спасательного ведомства проводится профилактическая работа. Погода по сравнению с тем, что была несколько дней назад, она уже более облегченная сегодня, как бы сказать, в 5-4 градуса. Лучше не выходить на непрошенный лед и не подвергать себе опасности. В мастер-классе МЧС России не случайные участники. Это подростки, которым в будущем предстоит спасать людей. Все они – студенты пожароспасательного колледжа. Пожарная безопасность изучает там и спасательные работы, то есть там туда входят, допустим, ГПН, предмет ЗИС, это здание и сооружение, потом газодымозащитная служба. Спасательная работа – это оказание первой помощи, аварийно-спасательные работы, там, работа с дронами тоже обучаются у нас. Кроме опасности тонкого льда, спасатели также обращают внимание жителей республики и к зимним забавам, которые способны привести к травмам. По всей стране в холодный период происходят трагические случаи с людьми, которые катаются на тюбингах, санках, снегокатах или сноубордах, прицепившись за бампер автомобиля. Такие забавы могут быть смертельно опасными. Но бывают такие случаи, когда молодежь вот так балуется очень, когда машина проезжает мимо. Ну, любой случай бывает, катаются за ними, прицепляются за бампера. Это очень рискованно, очень опасно, так как даже вот бывают моменты, когда машина затормозит, может под машину попасть. Случаи разные бывают. Если он даже назад поедет на машине, это уже опасно травмирование. Что угодно может случиться. Также, если за поворот, он может об руль попасть, он может скатиться туда. Тоже такие моменты бывают опасные. Очень не советую, конечно. Дети или взрослые, которые катаются на тюбингах, на санках различных, чтобы они катались в специально оборудованных горках, чтобы не катались рядом с водоемами, где находятся деревья, столбы и какие-то заграждающие предметы. Зима со своими забавами должна приносить радость, но никак не трагедии. А для этого нужно соблюдать правила безопасности, которые зачастую, к сожалению, написаны кровью. Анастасия Шишина, Билал Ахельгов, Магаз 24.